Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Дональд Трамп начал 2026 год с воплощения новой идеи, призванной, как многие это позиционируют, изменить мировой порядок. Президент США объявил о создании Совета мира, для вступления в который нужно, внимание, заплатить $1 миллиард. На форуме в Давосе он подписал устав Совета, куда позвали около 60 стран. Интерес к проекту проявляют и в Москве. Трамп лично пригласил российского коллегу Владимира Путина. Все эти дни международные обозреватели, журналисты, эксперты только и занимаются тем, что пытаются понять, чем Совет мира будет отличаться от привычных международных площадок. Действительно ли он заменит собой ООН и зачем, например, России в нем участвовать? Всего в Совет мира на данный момент вошло как минимум 22 страны. По информации CNN, в их числе Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Монголия, Иордания, Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, а также Израиль, Вьетнам и Белоруссия. За исключением последних трех, представители всех остальных государств из списка присутствовали в четверг, 22 января, в Давосе на торжественной церемонии подписания устава новой организации. Многие из американских союзников уже отказались от членства в Совете. Британия, Франция, Норвегия, например. Даже Украина пока воздержалась. Анонсируя создание Совета мира, Дональд Трамп сообщил, что организация займется восстановлением сектора Газа в рамках его мирных ближневосточных инициатив. Однако этот механизм в перспективе способен стать инструментом урегулирования кризисов и в других странах, таких как Венесуэла или Украина, считает политолог Андрей Картунов. По его мнению, формально идею американского президента не стоит считать альтернативой ООН. Эксперт напомнил, что в ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2803, в которой поддержавшие ее стороны приветствовали усилия президента США по созданию подобной структуры. Но, тем не менее, само появление такой структуры во многом свидетельствует об определенном разочаровании в том, как действовала, а порой бездействовала эта организация. По словам Кортунова, Совет мира Трампа отличается от традиционных международных и региональных институтов тем, что основан на других принципах. В противоположность объединениям, которые базируются на общих ценностях, этот проект представляет собой коалицию отдельных участников, готовых присоединиться лично к Дональду Трампу. При этом практически все традиционные союзники США отказались участвовать в работе Совета мира, отмечает также Картунов. В случае с идеей Трампа во главу угла становится подход не институциональный, не проработка различных процедур и механизмов принятия решений, а проектный, когда участники собираются вокруг конкретных проектов, причем не обязательно только государства. Это может быть и формат государственно-частного партнерства с подключением бизнеса, уверен эксперт. Расхождение Совета мира с традиционными международными площадками состоит в том, что центральную роль в нем, вероятно, будут играть инвестиционные и коммерческие проекты. Еще одно отличие – авторитарность структуры. Возглавивший ее Трамп обладает карт-бланшем на принятие решений, включая право вето на любые инициативы, выдвигаемые в рамках Совета мира. Его должность руководителя этой структуры, по сути, может быть пожизненной и даже не связанной с нахождением на посту президента США. При этом отметим, что 22 января в Москве прошел очередной раунд российско-американских переговоров по Украине. На встрече с президентом России Владимиром Путиным со стороны США присутствовал новый участник, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, который в том числе занимается делами Совета мира. Во время переговоров речь зашла и об этой организации, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В преддверии встречи с американцами Путин заявил о готовности Москвы выделить на инициативу Трампа $1 миллиард из замороженных российских активов. А во время
беседы в Кремле с главой Палестины Махмудом Аббасом президент России заявил, что выделенные Совету мира российские средства должны быть направлены на поддержку палестинского народа, на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Подобный шаг Москвы – это жест доброй воли, считает Андрей Картунов. По его мнению, вернуть в Россию заблокированные в США деньги в любом случае было бы очень трудно, если вообще возможно. Часть экспертов и наблюдателей довольно скептически относятся к идее создания Совета мира и считают организацию нежизнеспособной. Сомневаюсь, что этот проект воплотится в жизнь, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Беспалько. Вашингтону нет дела до проблем палестинцев или Украины. Американские власти просто используют миротворческую повестку как повод для продвижения своих личных амбиций и влияния. США всерьез создают Совет мира, хотя несколькими месяцами ранее назвали свое Министерство обороны Министерством войны. Мне кажется, здесь больше лицемерия и геополитического расчета, чем искреннего миротворчества. Многие еще более категоричные называют Совет мира игрой Трампа, а его самого чуть ли не кандидатом в президенты мира. Отмечают, что полномочия председателя пугающе широки. Помимо права вето на все решения Совета, он уже согласует итоговый список членов организации, решает, где и когда будут проходить встречи, и он же принимает и деньги, которые, как обещается, будут тратиться на дело укрепления мира во всем мире. Трамп пока воспроизводит манеру поведения ребенка, который придумал игру, которая ему нравится и хочет, чтобы все в нее играли. А те, кто не хочет по каким-то причинам играть, они плохие, их надо наказать. Это, собственно, проявляется во многих его действиях, но в данном случае это особенно ярко выражено. Комментирует ситуацию директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, сейчас Совет мира напоминает клуб друзей председателя, который таким образом хочет иметь структуру, где при необходимости будут легитимировать, утверждать, восхвалять и продвигать все его идеи по мироустройству. В общем, это можно было бы не принимать всерьез, если бы это не предложил президент США, который сейчас диктует международную повестку. Поэтому это такой тонкий вопрос. Никто не хочет его обидеть, никто не хочет его разозлить. Те, кто резко отвергает, как Макрон, они рискуют, поэтому я думаю, что крупные страны будут как-нибудь маневрировать, чтобы не соглашаться, но при этом и не отказывать в явной манере. Короче говоря, мы опять наблюдаем шоу самого зажигательного мирового лидера, резюмировал эксперт. К другим темам. А теперь подробнее о российско-американских переговорах в Москве. Президент России Владимир Путин принял в Кремле 3 американских представителей: спецпосланника президента США Стива Уиткофа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Юрий Ушаков оценил переговоры как исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные. По его словам, главная задача встречи была в том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий. Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит, сказал помощник президента, подчеркнув, что пока нет политико-дипломатического урегулирования, Россия продолжит добиваться своих целей на поле боя. Урегулирование конфликта на Украине – основная цель визита американцев в Москву. По словам спецпредставителя Трампа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов. «Мы его дорабатываем и согласовываем», заявил Уитков 21 января в интервью телеканалу CNBC. План из 20 пунктов – это документ, который совместно разработали США и Украина. С Россией он еще не согласован. В Москве отмечали, что этот план радикально отличается от тех 27 пунктов,
пунктов, которые Россия прорабатывала с США с начала декабря 2025 года. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января. Я думаю, мы переходим к заключению сделок по территориям. Это огромный слон в комнате. В том же интервью отметил Уитков. Территориальный вопрос касается Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России они закреплены как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что какой бы расклад ни был, Донбасс – это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если раньше он категорично говорил о возвращении этих земель в состав Украины, то сейчас допускает, что конфликт будет заморожен по линии фронта. В Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территории утраченными. По словам Уиткофа, у США есть несколько очень-очень хороших идей насчет территории. Он уверен, что для Путина это предложение будет приемлемым. На вопрос, почему он так в этом уверен, спецпредставитель Трампа ответил, что встречу 22 января, цитата, запросили русские. Думаю, это показательное заявление с их стороны. И думаю, просто чувствую, что там все хотят мира, пришло его время, пояснил Уитков. Эти и другие темы мы обсудили с экспертом, доктором исторических наук Сергеем Шамбо. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Сергей Миронович. Рада вас видеть в студии Абхазского телевидения. Сегодня мы обсуждаем разные темы, но одна из самых нашумевших на прошлой неделе, вообще, в принципе, довольно такая резонансная тема, это инициатива по созданию Совета мира, с которой выступил Дональд Трамп. Вообще, очень много разных есть, скажем так, мнений на этот счет и у политологов, и у экспертов, и у наблюдателей, и такие очень много шуток даже, скажем так, на этот счет. Ну, как вам кажется, насколько серьезна эта инициатива и какой она будет, и будет ли она иметь продолжение? Ну, все, что мы видим сегодня в международных отношениях, в международной политике, это все связано с тем, что прекратила свое существование в свое время биполярная система, которая была создана после Второй мировой войны, и наступила эпоха однополярного мира. Гегемоном в мире были Соединенные Штаты Америки. И сейчас на наших глазах происходит брошен вызов этой системе. Россия и Китай борются за создание многополярного мира. И все события, которые мы видим, потрясения, они все связаны с этим разрушением Советского Союза, эти войны, которые на постсоветском пространстве и на той же Украине произошли. Переустройство мировой системы происходит. В истории человечества было несколько таких этапов переустройства мировой системы. Всегда это было связано с серьезными катаклизмами, войнами. Первая мировая система, которая была создана после 30-летней войны в Европе в 1638 году, потом после наполеоновских войн Венский конгресс был, который создал новую систему. Потом после Первой мировой войны Версальско-Вашингтонская система была создана. Вот тогда, если после наполеоновских войн был создан такой концерт европейских наций, где 5 держав, самых крупных европейских, создали такой инструмент для поддержания стабильности в мире. А вот после Первой мировой войны к этим 5 странам присоединились еще неевропейские 2 государства. Это Соединенные Штаты Америки и Япония. Но из-за того, что 5 стран из этого числа сочли, что не соответствует их интересам и их положению эта созданная структура, они вышли из него, и он быстро развалился. Вот сейчас получается, что очевидное уже пошатнувшееся положение гегемона в мире и в самих Соединенных Штатах Америки это признают. И вот сейчас был Давосский форум, на котором
премьер-министр Канады Карни, выступая, прямо сказал, что завершилась эта система, когда одна страна доминировала и навязывала свою волю другим под предлогом, что существует некая договоренность какая-то, которая фактически не существовала, а навязывалась воля только одной страны. Прямо сказал, имея в виду Соединенные Штаты Америки. Это многие сейчас признают о том, что все, эта система уже рушится, и ей на смену приходит новая структура. И вот пытаясь сохранить все-таки или найти какие-то новые возможности для особой роли Соединенных Штатов Америки, президент Трамп предложил вот такую систему. Причем сперва это мотивировалось тем, что это будет создано для урегулирования ситуации в Газе, для того, чтобы инвестировать, восстановить разрушенные войной. Потом оказалось, что не только в Газе, и на Украине, Иране, Да, Венесуэла. для конфликтных Потом таких. смысл понятен, что это какая-то альтернатива Организации Объединенных Наций, получается, создается, где будет главенствовать Соединенные Штаты Америки. Потому что в Совете Безопасности ООН уже есть и Россия, и Китай, там уже не получается так доминировать. Это, собственно говоря, то, о чем говорил в своей предвыборной кампании Дональд Трамп. «Сделаем Америку снова великой», когда он говорил. Это шаги на пути к этому. Ну, это и тоже то, что связано с Гренландией, то же самое ведь. Потому что в своей даже инаугурационной речи Трамп говорил о том, что и нужно сделать снова великой в плане экономического ее, нового подъема и расширения границ тоже. Это даже в его инаугурационной речи тоже прозвучало. Поэтому мы видим, что он последовательно делает то, что и говорил. Вообще политика это состоит из двух составных частей: риторики политической и политических действий. У него вот как раз-таки совпало, политическая риторика и политические не расходятся. Поэтому можно было посмотреть, что он обещал, он то это и делает. Это Но вполне вот можно было вопрос в ожидать. том, Сергей Миронович, насколько Вот теперь все-таки... я не зря же вспомнил, что вот после Первой мировой войны Версальско-Вашингтонская система, тогда, когда вот эти 5 из 7 стран не сочли эту структуру, соответствующую их положению и интересам, тоже и сейчас мы видим, многие страны, вот, в том числе даже союзники европейские, воздерживаются от того, чтобы заявить о вступлении. Ну и Россия пока не заявила, ни Китай, потому что, да, понимают о том, что ну, то, что я, собственно, и говорил, что это создается какая-то альтернатива ООН, опять же, под доминированием Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну, Россия может на это согласиться. Мы видели реакцию России, ну, по двум причинам. Во-первых, Путин сказал, что готовы внести $1 миллиард из замороженных в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах Америки 5 миллиардов там замороженных российских активов. И если оттуда, значит, будет 1 миллиард направлен, это уже будет означать, что разморожены эти активы. И, кстати, Трамп тоже отреагировал, мы видели как, что он сказал, что да, это приемлемый вариант. То есть, мне кажется, тут еще играет фактор того, что они хотят все-таки Украина, да, и вот все вот эти переговоры, сейчас была американская делегация. То есть противоречить сразу идее, наверное, будет странно, да? Так это стоит понимать? Я же вот как раз об этом начал говорить, что это все вследствие вот этого процесса распада биполярной системы и вызовы, которые сейчас брошены вот этой однополярной системе. И в этой вот ситуации Соединенные Штаты Америки хотят, ну, в лице Трампа, во всяком случае, найти новые механизмы для того, чтобы сохранить свое влияние в мире. Вот. И
Я думаю, что все-таки Россия еще, может быть, согласится на это для того, чтобы это будет подчеркивать, что она уже не в изоляции находится. Ну вот первоначально, ведь когда список этих стран, которых приглашал Трамп, там было около 60 стран было, это практически там из 190 стран членов ООН, считайте, 60 стран, наиболее значительные страны, все были включены туда. Но пока что мы видим, мало кто согласился, там 16 или 17, да, стран только сейчас пока еще согласились. Может быть, Россия согласится, я говорю, для того, чтобы, во-первых, разморозить там свои эти активы, и главное, что вот, выйти из вот этой изоляции, которая сейчас его устраивает. Но я думаю, что это Россия не пойдет на то, чтобы поддерживать именно такую роль Соединенных Штатов Америки, как там управляющие миром. Может быть, по каким-то отдельным вопросам, связанным с восстановлением сектора Газа, может быть, какие-то вопросы потом будут связаны с восстановлением разрушенных регионов на Украине. Вот по таким вопросам вполне, может быть, будет сотрудничать в этой структуре. Но тут еще важно, как поведут себя союзники, и в первую очередь Китай. Я думаю, что с этим тоже будет связан ответ России на А как это. может повести себя Китай, как вам кажется? Трудно сказать, я же говорю, смотря в какое направят они русло вот, деятельность этой организации. Если как хочет это Трамп сделать, они, конечно, не согласятся, но они смогут там в этой же структуре тоже повлиять на ее деятельность и направить ее в нужное русло, если речь будет идти о установлении где-то в отдельных регионах мира, там, финансирования, восстановления, ну, в таких каких-то временно могут участвовать. Выйти всегда не смогут из нее. Я вот сегодня читала, что кто-то назвал из экспертов это яркой игрой одного из самых ярких таких геополитических шоуменов, имеется в виду Трампа, которая не продлится долго. Вот с этим мнением вы Но не нет, согласны? форма политической его риторики вообще нестандартная, это очевидно всех, но последовательно, как я сказал, он все-таки делает именно то, что говорил, за что его и выбрали. Вот. И ему обязательно сейчас нужно показать какие-то важные результаты, потому что осенью будут промежуточные выборы в Конгресс. А в Соединенных Штатах Америки обычная ситуация, когда после выборов президента рейтинг падает. Ну, это всегда у них так происходит исторически. И в Конгрессе теряются голоса сторонников. Вот. А ему нужно что-то такое сделать, чтобы переломить вот эту сложившуюся уже такую традицию. И он хотел вот таким важным очень шагом по присоединению Гренландии. Это был бы значительный, так сказать, вклад в расширение границ. Он же, кстати, и говорил о том в своей инаугурационной речи, о том, что расширение границ – это тоже его план. О том, чтобы купить Гренландию, это давно стоит вопрос. Это не только Трамп об этом говорил, просто не было таких президентов сегодня раньше-то, как это Трамп, который так пытается разрушить. Но он пришел в такое время, когда и так рушится. Нужны какие-то нестандартные какие-то решения. Но как Вот. вам кажется, даже по поводу Гренландии, действительно ли это все-таки произойдет? И самый главный вопрос, даже если это произойдет, допустим, они купят Гренландию, вот стоит ли игра свеч, вот, не испортятся ли окончательно отношения с Европой, или об этом совсем не думают за Атлантикой? Вот как вот это понимать? Ну, и Европа, как я вижу, для Трампа это проект очень затратный. Когда-то, когда создавали НАТО, тогда первый руководитель ее, лорд Исмей был такой, он говорил, что цель НАТО – это
Россию вон, Америку в дом, а Германию гнуть. Они, в принципе, все так это и сделали. Подчинили Германию, там, знаете, база, Рамштайн. Мы даже по сегодняшним действиям видим первый же окрик Трампа, и сразу попятную сделали, когда там 20 человек немецких солдат ввели в Гренландию. Как только Трамп сказал, повышу вам тарифы, сразу же убрали их. Россию вытеснили, Советский Союз фактически из Восточной Европы, а потом даже из бывших советских республик начали вытеснять. Вот на Украине результат. Ведь, да, и, понимаете, после Первой мировой войны Ялтинско-Потсдамская система, которая была создана, она не была основана на каких-то договорах. Поэтому в международных отношениях это не строилось на какой-то правовой базе. И здесь все строилось на праве сильного. Вот определили сферы влияния Соединенные Штаты и Советский Союз. Потому что после Второй мировой войны взлетели две страны, оторвались от остальных всех. И создалась биполярная система, и каждая из этих великих держав действовала так, как считала нужным. И сейчас вот в своей стратегии национальной, которая принята на 26-й год при Трампе, прямо записано, что там, в истории всегда было так, что сильные государства действовали так, как считали нужным. То есть опять возвращаются К тому, что праву было. сильного. Понимаете? И поэтому он так и действует, как мы видим. Вот когда заявил о том, что он даже силу готов применить, чтобы захватить там Гренландию, конечно, всполошились европейские страны. Там, ну, вы видели жалкие попытки там что-то продемонстрировать, что они там не сдадут Гренландию, там поддержат Данию. Но при первом же, так сказать, окрике со стороны Соединенных Штатов Америки вдруг заявили, что нет, это они от России, оказывается. А Россия вдруг захочет захватить. Сергей Миронович, хотела бы немного и о другой теме поговорить, о мирном плане, опять-таки, Трампа по Украине. Мы знаем, я думаю, вы тоже все мы наблюдали, как была вот делегация в Москве, их принимал президент России Владимир Путин, и сейчас уже заявлено о том, что будут переговоры российско-украинско-американские, то есть встретятся все три стороны. Как вам кажется, вот в этом году уже стоит ли ожидать, вот, понятно, что сложно предсказывать такие вещи, но стоит ли ожидать вот какого-то, скажем, ну, начала осуществления, вот реализации этого плана? Или все-таки противоречия слишком сильные, особенно территориальные? Ну, знаете, когда так активно стали поддерживать европейские страны Украину, у них была надежда на то, что эта война продлится и будет способствовать ослаблению России, как было с Афганистаном, которые считают, что послужил распаду Советского Союза. Вот. И сейчас они все еще надеются на то, что еще если год-полтора Украина продержится, вдруг там в России вспыхнут какие-то акции недовольства, Россия ослабнет, экономика не выдержит и так далее. Но уже многим становится ясно, и я думаю, что все-таки вот на встрече в Анкоридже, когда встречались президент России и президент Соединенных Штатов Америки на Аляске, там была какая-то договоренность о том, чтобы вот вернуться, о чем я вам говорил, к той системе, когда сферы влияния существовали. Потому что на самом деле вся история человечества всегда была основана именно на этом. Вот. Поэтому можно ожидать, что есть такие договоренности. И тот процесс, который мы сейчас видим, вот в Дубае была встреча,
И еще будет через неделю опять последующая встреча. После нее были со стороны участников и украинских, и российских, и американских очень такие оптимистичные какие-то сделаны заявления. Ну, вполне возможно, я думаю. Там все признают, что один пункт остался спорным, это вопрос территории. Но по нему тоже к чему-то, как я вижу, как мне кажется, приближается, потому что там речь стоит о том, чтобы о Донецкой области в основном, о том, чтобы Украина вывела оттуда свои войска. Украина упиралась, отказывается выводить оттуда те войска, которые занимает сегодня украинская армия. Но здесь сейчас идет речь о том, чтобы эту зону сделать демилитаризованной и поставить там войска миротворческие, которые стран, которые не являются членами НАТО. Вот. Но там еще остается вопрос, кому территория юридически все-таки относится. Россия, конечно, настаивает. Я думаю, что здесь вот могут договориться, в принципе, потому что уже и европейцы понимают, что это уже война слишком изнурительная для них, для их экономики. Мы сейчас вот видели уже какие выступления есть. Вот альтернатива для Германии, партия, которая очень сильно в последнее время набрала политический вес. Там выступала одна из сопредседателей, Алиса Вайдель, которая обрушилась вообще на власти, на Мерца, за то, что вот это финансирование многомиллиардные вкладывается в Украину. Она потребовала, что Украина должна вернуть эти деньги, должна заплатить за взорванный газопровод, который нанес огромный ущерб экономике Германии. И вообще обвинила в том, что они, введя немецких солдат на территорию России, забыли об истории предыдущей, о двух войнах, которые инспирировала Германия, Первой и Второй мировой войне. Так что такие настроения во Франции тоже. Это партия Марии Ле Пен. Она сейчас не возглавляет, но тоже набирает значительную силу. Это партии, которые тоже за конструктивный диалог с Россией выступают. Ну и в некоторых странах, таких как Венгрия, Чехия, Словакия, вот в Чехии тоже сейчас Бабиша нового избрали премьера. То есть не монолитное мнение об этом? Меняется, я хочу сказать о том, что меняется мнение, и они уже вынуждены тоже, власти тоже все-таки с реальностью как-то считаться. Ну, мы видели вот выступление Макрона на вот этом ежегодном форуме, где он прямо говорит, что уже не существует эта система, которая была, и что нужно самим просто думать о защите своей, безопасности своей европейской, создавать какой-то свой центр тоже силы определенный, потому что сегодня в мире очевидно уже стало, что существуют Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, а Европа с таким мощным потенциалом, 450 миллионов населения, и такая мощная экономика, не играет никакой роли. Знаете, был такой министр иностранных дел Бельгии, который говорил, что Европа экономический гигант, политический карлик и военный червяк. Но на самом деле, конечно, они тоже после Второй мировой войны под прикрытием, под крышей Соединенных Штатов Америки расслабились, направляли средства на социальные, на другие проекты и мало уделяли военной сфере безопасности и обороне. А поэтому, когда Трамп пришел, потребовал от всех этих
поднять до 5% взнос от бюджета страны в оборону, в НАТО. Вот. Ну, это многим трудно будет это теперь сделать. Но сейчас сами уже открыто, вот я приводил слова Макрона, там, уже задумались о том, чтобы самим стать каким-то реальным центром силы. Благодарю вас, Сергей Миронович, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.